Взглянем на политическую карту мира середины VII века. На крайнем востоке Евразии набирала мощь Срединная империя, которой управляла династия Тан. В Индии правил царь Харша, объединивший север полуострова Индостан. В Иране доживала последние дни перед арабским завоеванием держава сасанидов. К западу от нее лежала Византийская империя. Что было в это время на севере Евразии? Мир с четырех концов врагами полон был. Тогда Бумын-Каган и Истыми-Каган пошли войной на всех, кто тюркам жить мешал. И покорили всех, и усмирили всех. Кто головы имел, заставили склонить. Колени кто имел, заставили согнуть. Непобедимые тюркские войска завоевали все пространство Евразии от Желтого моря до Черного. Однако вскоре колоссальный тюркский каганат прекратил свое существование. На его территории образуется ряд независимых государств. Главным среди них был Хазарский каганат. Вторым по значимости был Кимакский каганат. А где в это время были башкиры? Арабский путешественник Салам Тарджиман, отправлявшийся в середине IX века по приказу багдадского халифа Аль-Васика Бил-Лахи в поисках легендарной стены Александра Македонского, за которой арабы и персы принимали Великую Китайскую стену, так описывал свой путь. «Мы отправились с письмом халифа к Тархану, хазарскому царю. Он избрал для нас 5 проводников указывать дорогу туда, куда мы направлялись. И мы шли от него 27 дней к пределам страны Бас-Джурт, пока не дошли до Черной земли, обширной по протяженности, со зловонным запахом». Из дневника Салама Тарджимана ясно, что до страны башкир он не дошел, оставив ее где-то на севере. Тем не менее, свидетельство путешественника является первым упоминанием башкир в арабоязычной литературе, подтверждающим факт обитания башкир в южноуральских степях в IX веке. Теперь обратим внимание на Хазарский каганат. В то время это была сильнейшая держава Восточной Европы, которой платили дань горские княжества Кавказа, славяне, черемисы, мордва, булгары и башкиры. Правитель Волжской Булгарии носил титул Эльтебера. Согласно тюркской табели о рангах, Эльтебер иерархически был ниже Кагана, так как являлся обозначением вассальных князей. Можно предположить, что правитель Башкирии тоже носил титул Эльтебера. Данный вывод вытекает из письменных источников. Персидский автор XI века Абу Саид Гардизи писал: «Этот Башджурт был одним из хазарских вельмож и жил между владениями хазаров и кимаков с 2000 всадников. Хазарский хан отправил к Башджурту человека, требуя, чтобы он прогнал славянина. Указание на то, что Башджурт жил между странами хазар и кимаков, четко локализует его владение на Южном Урале, так как хазары жили на Нижней Волге, а кимаки в Сибири и Казахстане». Данный пассаж неоднократно комментировался исследователями. Все сходятся на том, что хазарский вельможа по имени Башджурт – это никто иной, как башкирский князь, являющийся вассалом хазарского кагана. Имя Башджурт не является собственным. Это персонификация этнонима Башкорт. Для нас важно, что башкирский Эльтебер состоял на службе у правителя самого мощного государства Восточной Европы той поры и исполнял задачи по охране границ каганата от соседних народов. В лице Башджурта мы находим первого известного нам правителя Башкортостана.